7 июня. Уже пятница, дождались. Американские психологи подсчитали, что треть заключаемых в США браков начались со встречи в интернете. Исследователи также выяснили, что такие пары остаются вместе дольше, чем те, что познакомились вне всемирной паутины. Возраст тех, кто чаще находит вторую половинку в интернете, от 30 до 49 лет. Меня зовут Денис Липкин. Внутренний эспрессо расскажет о том, что происходит с нами и вокруг нас. Сегодня в программе. Сезон овощей и фруктов начался. В теме дня рекомендации о том, как избежать кишечных отравлений. В печать с перелистываем страницы региональных газет. Не для слабонервных. В Бресте продолжает работу выставка пауков-гигантов. От классики до рока. Июньская афиша Брестского клуба «Кирпич». А вы уже начали купальный сезон? В Брестской области утверждены решениями горрайисполкомов 85 зон для купания. Будьте бдительны, не соответствуют требованиям эпидемиологов пробы воды на микробиологические и санитарно-химические показатели из водоема в районе деревни Большие Косичи Брестского района, из реки Муховец на городском пляже в Жабинке. Также действует запрет на купание на пляжах озер Визжар и Хмелево, санаториев Буг и Наде Жабинковского района, водохранилище Мышанка Барановичского района и на озере Олтушское Малорицкого района. Кроме того, приостановлено купание взрослых и детей на пляжах Центральной в Бресте и Брестского отделения Белорусской железной дороги. Контроль за санитарным состоянием пляжей, мест купания и качеством воды осуществляется еженедельно. А вот каждый день не забываем начинать утро с уточнения погоды на сегодня. Первые дни июня насыщены различными интересными мероприятиями и в Пружанском районе. Сегодня в городском поселке Ружаны подведут итоги областного пленэра резчиков монументальной скульптуры. 12 мастеров со всей Беларуси отражают в своих работах исторических личностей Ружанской земли. А 7-8 июня в самом райцентре пройдет областной праздник-конкурс эстрадно-джазовой музыки «Пружанский блюз». О каких еще событиях пишет сегодняшняя пресса, далее в обзоре. Одно из мест, где интересно побывать и куда хочется вернуться, это хата-музей Деда Хведера в Березовском районе. О возникновении музея и его настоящем читайте в Народной трибуне. Недавно сразу на нескольких брестских интернет-ресурсах появилось объявление о поиске суррогатной матери. Сколько стоит и что из себя представляет суррогатное материнство с точки зрения закона и морали? Подробнее об этом в Народной трибуне. Информация о критериях, по которым автомобилисты не могут пересекать границу по Зеленому каналу, всколыхнула тех, кто ожидал своей очереди на пункте пропуска Варшавский мост. Комментарии и официальные разъяснения по поводу ситуации читайте в пятничном номере «Вечернего Бреста». Украина запретила ввоз на свою территорию марганцовки. Немало водителей из Беларуси вынуждены платить штрафы за незнание современных подходов. Подробности в свежем номере «Вечерки». В этом году ожидается хороший урожай клубники, но лунинчан, для которых эта ягода стала своеобразной визитной карточкой, волнует вопрос, смогут ли они выгодно реализовать выращенную продукцию. Об этом читайте в районной газете «Лунинецкие новины». Журналисты Ляховичского вестника продолжают реализацию творческого проекта «Оповесть про Ляховичи», посвященной 70-й годовщине выхода первого номера районной газеты. В свежем номере своими воспоминаниями делится ветеран войны Дмитрий Буйкевич. О чем прочитать, узнайте из обзора прессы «Утреннего эспрессо».
Сезон открыт. Овощи и фрукты все чаще появляются на наших столах. Сегодня утром мы поговорим о том, как их сделать безопасными и пригодными для здорового питания. Гость программы, заведующий отделением гигиены и питания Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Галина Дуль. Доброе утро. Доброе утро. Галина Николаевна, давайте начнем с самого основного. Все же, овощи и фрукты, где лучше всего покупать и на что обращать внимание в первую очередь? Ну, покупать лучше всего нужно в предприятиях торговли, в палатках можно покупать, на рыночных образованиях, там, где действительно это разрешено. Нельзя покупать в тех местах, где торговля не санкционирована. И на что обращать в первую очередь? Ну, в принципе, дело такое обыденное и привычное. Овощи и фрукты в нашем рационе постоянно. Все мы ходим и на базары, и в магазины, и гипермаркеты. Нас обманывают там иногда или нет? Вот по качеству продукции. Ну, если обращать внимание на качество, а покупатель в обязательном порядке должен обращать внимание на качество продукции, то, конечно, в ходе осуществления госсанадзора мы выявляем такие факты, где в реализации уже имеется продукция подгнившая, значит, с нарушением целостности. Те же бананы могут быть черные, это уже нарушение, так сказать, физиологическое заболевание продуктов, поэтому требованиями санитарного законодательства это запрещено. А стоит ли покупать зеленые бананы? Мол, некоторые говорят, дома дозреют. Это правильно? Ну, я не могу сказать просто о том, что я считаю, что фрукты должны быть и овощи уже и дозрелые, когда они в реализации. Этого делать не нужно лучше. На каждый фрукт есть свой стандарт. Требованиями, например, санитарного законодательства оговорено, что на предприятиях промышленных должна храниться овощи и фрукты, это в складских помещениях, которые хорошо вентилируются, где, значит, относительная влажность должна быть 75-90% и температура от 3 до 12 градусов. Все приборы должны быть, которые, значит, должны поверяться не реже 1 раза в год. Но дома все же после покупки овощей и фруктов в холодильник? Ну, конечно, в холодильнике хранятся. Такая температура тоже может для некоторых видов фруктов вполне способствовать. А что не хранить в холодильнике? Для того, чтобы не потеряли фрукты и овощи? Я храню все. Вы сказали, физическое заболевание фруктов. Я такого раньше даже не слышал. Ну, а на что обращать, вот понятно, если бананы черные, навряд ли кто-то купит. А другие фрукты? Ну, скажем, лимоны, там, авокадо, они могут быть, усыхают, фрукты тоже, по внешнему виду. Может быть треснутая кожура, скажем, и в огурцах, в помидорах и так далее. Поэтому. А ваш совет как специалиста, какие фрукты, вот те, которые выращены у нас, и овощи больше нам подходят и под рацион питания, ну и стоит, наверное, покупать? Или же все же то, что привозят из-за границы, они тоже хороши и все нормально и проверено? Ну, я считаю, что у нас достаточно тоже и фруктов, и овощей на сегодня, чтобы мы могли удовлетворить все наши потребности. Ну и в то же время та продукция, которая поступает из других стран, она исследуется на показатели безопасности, это токсичные элементы, радионуклиды, пестициды. Что будет с тем человеком, который вот пренебрегает теми требованиями санитарными, которые есть в принципе в магазинах, в больших гипермаркетах, базарах, а купил на улице с рук, остановился где-то на трассе, в несанкционированном месте? Какие могут быть последствия? Последствия могут быть. Может быть отравление. И первые симптомы отравления это может быть тошнота, рвота, диарея может быть. Ну, такие симптомы могут возникнуть буквально через 6 часов сразу после приема недоброкачественных овощей или фруктов. Галина Николаевна, и резюмируя наш сегодняшний с вами разговор, давайте несколько вот рекомендаций, может быть и банальных для наших телезрителей, для того, чтобы избежать кишечных заболеваний. Но следует рекомендовать населению покупать продукцию в местах установленной торговли, то есть на рынках, предприятиях торговли, где однозначно продукция поступает уже с удостоверениями о качестве, что гарантирует безопасность.
При покупке необходимо осматривать внешний вид продукта. И при приготовлении блюд, перед тем, как приготовить или употреблять пищу, необходимо обязательно провести обработку. То есть помыть фрукты и овощи. Ну, некоторые фрукты необходимо даже ошпарить кипятком. Елена Николаевна, спасибо, что это утро встречали вместе с нами. Всего вам доброго. Всего доброго. О том, как избежать кишечных отравлений в летний период, говорили с гостями в студии заведующей отделением гигиены и питания Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Галина Дуль. Военно-историческая реконструкция обороны Брестской крепости, которая состоится 22 июня, примут участие около 500 человек из 8 стран. В канун 72-й годовщины начала Великой Отечественной войны в город над Богом прибудут реконструкторы из Беларуси, России, Украины, Польши, Эстонии, Болгарии, Англии. Военнослужащие Брестского гарнизона помогут с военной атрибутикой. Зрелищное представление со звуковыми и визуальными эффектами традиционно привлекает множество зрителей. Помимо боев в крепости, программой мероприятия запланирован также выход реконструкторов в город, где будет воссоздана атмосфера предвоенного Бреста. Участником этого действа сможет стать любой желающий. А прямо сейчас историческая страничка 7-го дня июня. 1563 год. Великий князь княжества Литовского Жигимон II Август подписал новый привилей в уравнениях в правах православных и католиков. Текст привилея был включен в качестве преамбулы в статут Великого княжества Литовского. В 1911 году в деревне Судники Витебского уезда родился Федор Сурганов, государственный деятель БССР, один из организаторов и руководителей комсомольского подполья и партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. В этот же день в 1933 году родился писатель, сатирик и драматург Аркадий Арканов. В соавторстве с Григорием Гориным написано множество эстрадных произведений и пьес. Как телеведущий Арканов участвовал в телевизионных передачах «Вокруг смеха», «Нон-стоп», «Белый попугай» и других. Сам же сатирик про свою биографию говорит, что она проста и незатейлива, и при желании может уложиться в несколько строк. В 1946 году создано Белорусское театральное общество. Сейчас это Белорусский союз театральных деятелей. Первый председатель президиума управления Лариса Александровская, позже Николай Еременко-старший. Белорусское театральное общество имеет отделения во всех театрах республики. 1958 год. Начато строительство первенца белорусской нефтехимии, нефтеперерабатывающего завода, ныне «Нафтан». Также был заложен город Новополоцк, сначала как рабочий поселок, впоследствии ставший городом областного подчинения. Продолжим говорить об интересном. Покормить ядовитых пауков из Танзании, Шри-Ланки и других тропических стран. Поддержать их хитиновые скелеты и даже сфотографироваться с ними. Сейчас это возможно и в Бресте. Здесь, в Зимнем саду, открылась выставка «Мир пауков». Экспозицию можно увидеть до 16 июня. Слабонервным стоит отвлечься от экранов. У нас сюжет с этой выставки. Более 40 видов гигантских ядовитых пауков поселились на несколько недель в Зимнем саду Бреста. Самые разные регионы земного шара, от Африки до Межземноморья. Чтобы насекомые чувствовали себя максимально комфортно, необходимо было выполнить ряд условий. Создать оптимальную температуру воздуха, тень и полное отсутствие прямых солнечных лучей. Между прочим, этим экспонатам по 6-7 лет. А вот эти разноцветные обозначения на стеклянных домиках, в которых временно живут пауки, обозначают не что иное, как их принадлежность к тому или иному полу. Оранжевый мужской, розовый, соответственно, женский. Существует такая история-легенда, когда впервые открывательница пауков увидела именно этого паука в гнезде с птенцами, и на своей уже гравюре впоследствии она изобразила паука вместе с птенцами. Хотя эти пауки питаются в основном насекомыми, мелкими грызунами. Но такое название так за ним и осталось, и мало того, вошло во все словари. К интересу со стороны посетителей пауки относятся удивительно спокойно. Почти все они из инсектария биофака, где проводятся научные исследования, а часть из коллекции преподавателя кафедры генетики и зоологии университета Виктора Демешко. Стоит отметить, беспозвоночных он изучает с 6 класса. Есть определенный исследовательский интерес, я думаю, присущий очень многим людям. Узнать, увидеть то, что не видели другие.
посмотреть то, что видели, по крайней мере, единицы, поддержать то, что почти ни у кого нет. Это тоже своего рода, знаете, как купить дорогой автомобиль. Несомненно, каждый такой экземпляр уникальный. Этот, например, занесен в книгу рекордов Гиннесса. Размах лап гиганта достигает 33 сантиметров. Самые опасные для здоровья человека из этой коллекции – это Птеринохилус муринус и фасциата. Они очень агрессивные, но без необходимости не нападают, а наоборот, стараются скрыться. К слову, название первого паука переводится как «вспышка звезды». Лучше не экспериментировать с этим пауком, как и укус пчелы, как и укус комара, мошки любого насекомого для человека индивидуален, и по-своему опасен. В основном, конечно, такой паук кусает не человека, а кусает свою маленькую жертву, но при этом ее просто обездвиживая. То есть для человека такой большой опасности он, может быть, не представляет. Стоит отметить, что многих из этих пауков можно даже приручить, и никакой агрессии они проявлять не будут. И вообще, они очень нетребовательны, поэтому ухаживать за таким домашним питомцем проще простого. Главное, не забывать о нем. Хотя, согласитесь, забыть о таком весьма сложно, особенно если учитывать его стоимость в несколько сотен долларов. Без питания он может очень долго прожить. У нас даже в этой экспозиционной части есть вид Громостола розея форма Red, который сам отказался от питания на 1,5 года и нормально этот промежуток времени пережил. Самое главное в этот период, чтобы было более-менее влажный субстрат и наличие поилки. Кроме пауков, есть на этой выставке и гигантские шипящие тараканы с острова Мадагаскар, и палочники, и африканские улитки-ахатины. Размеры последних не удивить не могут. Питается в зависимости от возраста. Более молодые любят жесткие молодые растения, а более взрослые уже питаются гниющими растениями. Им легче переваривать. Достигают 15-20 сантиметров. Растут они очень медленно, поэтому сейчас то, что вы будете наблюдать, это еще небольшие. Наверняка к этой необычной экспозиции проявят заинтересованность не только дети, но и взрослые. Так что, если вам интересно, приходите, и вы сможете увидеть и узнать об этом мире, как их здесь называют, беспозвоночных, еще много любопытного. После посещения этой выставки можно не досчитаться нервных клеток. А вот вузы в этом году не досчитаются студентов. 117 тысяч абитуриентов зарегистрировались для участия в централизованном тестировании, что на 20 тысяч меньше, чем в прошлом году. Испытания для кандидатов в студенты пройдут с 14 по 28 июня. Напомним, первыми оценят уровень сложности заданий выпускники, которые выбрали для сдачи белорусский язык. Резервный день для проведения ЦТ по учебным предметам 4 июля. У абитуриентов горячая пора. Но не меньше житейских проблем и вопросов возникают у телезрителей утреннего «Эспрессо». На помощь придет рубрика «Горячая линия». Ее ведущая Екатерина Чапарук готова поделиться очередными рекомендациями. Она уже в студии программы. Доброе утро, Екатерина. Доброе утро. Горячая линия в эфире утреннего «Эспрессо» для того, чтобы вы всегда получали исчерпывающие ответы на свои житейские вопросы. Ольга уже больше 10 лет проживает в общежитии с мамой, которой была предоставлена данная комната от завода, на котором она работала. Однако чуть больше года назад мама уволилась и сейчас работает в частной фирме. При этом из общежития семью не выселили. Сейчас мать Ольги собирается строить свою квартиру. А девушка хотела бы оставить за собой комнату в общежитии. «Могу ли я на это рассчитывать и что для этого нужно?» – спрашивает она. Если вы не работаете в организации, выделившей общежитие, то можете быть выселены. При этом место в общежитии может быть за вами сохранено по ходатайству вашей организации перед предприятием, владеющим общежитием. Однако в этом случае вам может быть предложено другое жилое помещение, предназначенное для проживания одиноких граждан. И еще один нюанс. Если мама собирается строить свою квартиру, и вы вместе с ней состоите на учете в качестве нуждающихся, то после сдачи жилья в эксплуатацию вы однозначно должны будете выселиться из общежития во вновь построенное жилье.
Зоя не живет с супругом вот уже 3 года. Все это время получает алименты на содержание детей. При этом официально пара не разведена. 2,5 года назад муж Зои продал автомобиль, зарегистрированный на его имя, но купленный еще в тот период, когда пара жила вместе. Сейчас Зоя хочет подать на развод, и ее интересует, имеет ли она право на получение половины стоимости данного авто. На эти деньги вы можете даже не рассчитывать, так как при разделе совместно нажитого имущества по закону нельзя взыскать с супруга часть денежных средств от продажи этого имущества в период брака. Денис Аркадьевич приобрел морозильную камеру еще в июне 2011 года. Гарантийный срок – 3 года. За время эксплуатации мужчина уже трижды обращался в сервисный центр из-за того, что камера не отключается вовремя. Всякий раз поломку устраняли, но недавно все повторилось. Имею ли я право вернуть этот товар в магазин и обменять его на аналогичный товар другого производителя, спрашивает Денис Аркадьевич. В соответствии со статьей 20 Закона о защите прав потребителей требовать замену технически сложного товара, к коим относится морозильная камера, потребитель вправе, если обнаружен существенный недостаток. А существенным является недостаток, который выявляется неоднократно или проявляется вновь после его устранения. Так что да, такое право у вас есть. Это была горячая линия утреннего эспрессо. Мы продолжаем искать ответы на ваши житейские вопросы. Удачного вам рабочего дня и до встречи. Лето начинается с песни и волшебства. Брестский клуб «Кирпич», ставший сценой для известных и начинающих артистов областного центра и не только, предлагает обширную афишу и на июнь. Подробности узнаем у арт-директора этого заведения Игоря Пашечка. Доброе утро. Доброе утро. Игорь, в принципе, в июне многие уходят в отпуск. Я смотрю, что брестские артисты не собираются и подготовили обширную и интересную программу. Да, готовимся. Июнь будет творческим, будет плотным. Вот я взял такой маленький вариант афиши, чтобы подглядывать, потому что мероприятий будет действительно много. Начнем с 8 числа, то есть завтра. Мы открываем новый проект «Классика плюс», где будут представлены классические произведения, будет звучать классическая музыка, классические инструменты. И первые ласточки – это дуэт «Братья Монины», балалайка и гитара, которые исполнят такой вот камерный репертуар классический. Я думаю, будет здорово, будет душевно. Кстати, совсем недавно эти ребята выиграли призы на бардовской песне. Угу. Они покажут и те композиции, которые это демонстрировали уже будет, там? Наверное, в следующем месяце. Здесь будет чисто классика. Вот, классика плюс. Значит, 14-го у нас пройдет, в принципе, уже ставший традиционным, программа называется «Добрый вечер». Такая музыкальная гостиная, в которой собираются, как правило, люди, которые уже знают друг друга, какая-то постоянная публика, но всегда есть место для новичков. И проходит встреча с различными музыкантами. Как правило, это 3-4 исполнителя. 14-го мы приглашаем солистов, набирающие обороты, группы Big Style Band, которую организовал Павел Карпов. В нее вошли многие известные брестские музыканты, такие как Наталья Рудская, Григорий Крупин, Василий Машлякевич, Николай Сурмач. То есть вот этот проект называется «Супергруппа», когда музыканты из разных коллективов собираются в единое целое. Вот. И мы сделаем добрый вечер с солистами этого коллектива Big Style Band. 21 июня впервые у нас будет лидер рок-группы «Родник» Дмитрий Тараданов с сольной акустической программой «Мне выбирать». Вот. Это будет такой вечер рока, бард-рока, русского рока, то есть тоже интересная программа, сольные творческие его произведения. И 29 у нас впервые вечер магии и волшебства с участниками проекта «Брест Magic».
будут фокусники, будут иллюзионисты. То есть такой будет вечер светлой магии и волшебства. Я думаю, тоже интересный будет проект. Ну, мероприятие, в принципе, разное. Но ты сказал о том, что публика одна и та же. Нет. Нет? Нет. В принципе, приходит Да, абсолютно разные. разновозрастные. Да, «Добрый вечер», вот он как бы уже собрал определенный контингент людей. Ну и вот еще новый проект, который мы внесли 18 числа, это на территории Дома культуры и в арт-клубе «Кирпич». Это латиноамериканские танцы, бачата, сальса, кизомба. Это не просто люди приходят посидеть, посмотреть, да, они принимают в этом непосредственное участие, то есть учатся. Эти танцы построены на импровизации. Вот, очень интересно, это очень эротично, это зажигательно, то есть тоже всем советую. Цены все вменяемые на все билеты, есть скидки для студентов. Вот. И, то есть мы стараемся так, чтобы как можно больше людей в городе Бресте ознакомились с собственными героями. Потому что мы знаем очень много там и западных звезд, и российских, и белорусских. А очень часто многие люди, многие жители нашего города не знают, что в Бресте есть масса талантов, масса классных музыкантов, артистов. Вот. И слава богу, благодаря «Кирпичу» это происходит, люди видят. И приходят по второму разу на некоторых артистов. Это замечательно. Ну, Игорь, второй проект – это не только «Кирпич», там, где можно познакомиться с талантами Бреста, и не только. А этот проект, что происходит на театральной сцене, но за кулисами, то есть в баре, продолжение после спектаклей. Тоже много интересного будет в июне. Да, в июне тоже будет очень плотный график. Вообще это не второй проект, это первый, потому что с него все началось. Барно-театральный проект «Музыкальный постскриптум», который проходит после спектаклей. Мы расширяем географию нашу. 8 июня к нам приезжает восходящая рок-звезда Украины, певец Колос, лидер одной из самых романтичных групп Украины «Фиолет». Он был у нас в «Кирпиче», это была, в принципе, такая вечеринка небольшая. Я его не слышал до этого никогда, но я был просто потрясен голосом, потрясен лирикой, потрясен глубокими текстами, красивой музыкой. Вот он приезжает к нам теперь барно-театральный. 12 и 30 июня мы проводим трибьют-проект «Герой рок-н-ролла» вместе с группой «Слайды» «Драм Рок Студио». То есть мы делаем программу, которая будет состоять из песен ДДТ, «Аквариум», «Чиж», «Сплин», «Би-2», «Океан Эльзы». То есть, с уважением исполним песни любимых наших авторов, тех людей, на которых мы выросли. Вот такие вечера, где можно будет попеть вместе с нами. Я думаю, те песни, которые мы будем исполнять, все знают, и я думаю, это будет хорошо. И 22 июня проездом в Прагу на гастроли у нас будут москвичи Светлана и Владимир Цывкины. Это барды, лауреаты всевозможных фестивалей авторской песни, международных, республиканских, вот, члены жюри различных фестивалей тоже авторской песни. Вот, они приедут к нам. Бардовские вечера вообще проходят замечательно. Это особая сторона барно-театральной. Я помню, когда выступал Тарас Юркевич, в зале, вот даже если так просто салфетку было подвинуть, это было слышно. То есть атмосфера была настолько тихая, настолько проникнута какой-то душевностью. Я думаю, что москвичи будет тоже не хуже. Вот, это будет здорово тоже. То есть, вот такой плотный график на июнь. Я думаю, не удастся даже покупаться, потому что работы много. Чтобы покупаться, надо дождаться еще хорошей погоды. Я надеюсь, что Но будет. Окунуться в отличную атмосферу тех мероприятий, которые запланировали, у телезрителей «Утреннего эспрессо» есть такая возможность. Спасибо большое, Игорь, что пришел сегодня к нам в гости. Всего доброго. Спасибо. В июне на сцене Брестского академического театра драмы пройдут гастроли Гомельского областного драматического театра. Будут показаны 3 спектакля. Любовная история «Верная жена», а также 2 современных комедии, также на вечную тему «Школа соблазна» и «Между небом и землей». Откроются гастроли 21 июня, а завершатся 26-го. Для тех, кто не пропускает киноновинки, афиша премьер от Екатерины Гараевой. Доброе утро! После относительного затишья эта неделя порадует киноманов количеством премьер и, наконец-то, возможностью выбора. Семейство Уилла Смита решило, что вместе нужно не только отдыхать, но и работать. Подтверждение тому фантастический боевик «После нашей эры». Наш корабль потерпел крушение. Выживших 2. Сынок, это не тренировка. Мы на планете, которой присвоен высший уровень опасности. Наша жизнь здесь под угрозой.
Уилл Смит выступил автором сценария, сопродюсером и исполнителем главной роли. Вторую же главную роль в фильме исполнил его сын Джейден Смит. А вот мама и жена Джада Пинкет Смит задействована только как продюсер картины. Действие фильма после нашей эры разворачивается в далеком будущем, когда человечество через 1000 лет после глобальной катастрофы покинуло Землю. Новый дом землян теперь планета Нова Прайм. Главный герой генерал Рейдж, за боевые заслуги имя которого давно обросло легендами, решает вернуться в семью и воспитывать Китая, своего 13-летнего сына. Однако во время одного из полетов корабль Рейджа попадает на опасную дикую землю. Теперь, пока окровавленный генерал лежит среди обломков, Китай должен пробраться к спасательному маячку и запустить его. Однако путь через дикий земной ландшафт может быть не по силам подростку, который до этого с опасностями не сталкивался. Раньше Китай мечтал стать таким же солдатом, как и его отец. Ну что ж, теперь у маленького героя есть такой шанс. Это земля. Фильмы, где основной темой являются танцы, обычно очень успешны в прокате. Наверное, именно так и подумали английские продюсеры. И вот перед нами очередной танцевальный баттл. «Уличные танцы 3. Все звезды» в формате 3D. Привет! Мы и есть все звезды. Теперь мы одна команда. Надо обо всем забыть и начать сначала. Глупый рыбак, у тебя вместо рыбы попался червяк. Давай, зажигай! Этан – самый главный заводной герой фильма. Он объединяется с танцовщицей Джейден для очередного чемпионата по уличным танцам. Но не просто для победы, а ради того, чтобы спасти свой клуб от закрытия и сноса. Ради этого они и начинают собирать команду для чемпионата из обычных уличных детей. Не все так гладко, но они не собираются сдаваться и будут делать все ради спасения клуба. Почему эти диски такие огромные? Это пластинки. Винил. Винил? Уличные танцы. Все звезды в 3D. А что это за игра? Вторжение. Времен Второй мировой, но мы победим. Еще одна популярная тема в киноиндустрии – легендарные личности. Не так давно прошел фильм «Легенда номер 17» о Валерии Харламове. И вот вслед за ним выходит фильм о личности поистине космического масштаба – Гагарин – первый в космосе. Но летает-то он хорошо. Смело, уверенно. Давайте знакомиться. Старший лейтенант Гагарин Юрий Алексеевич, 34-й. Товарищи офицеры, все вы зачислены в отряд по подготовке космических пилотов. Товарищ, нам предстоит серьезнейшее испытание. Такого еще не было на планете Земля. Я сделаю все. Железно все. Фильм посвящен первым шагам человечества на пути освоения космоса и непосредственно судьбе первого космонавта Юрия Гагарина. Основной лейтмотив – борьба за право быть первым. Соревнования в первом отряде космонавтов, конкуренция технологий в ракетостроении и противостояние сверхдержав – СССР и США. В первый отряд космонавтов отбирали из 3000 летчиков-истребителей по всей стране. В легендарную двадцатку попали лучшие из лучших. Кто из них полетит первым, не знал никто. Ведь на этом пути пришлось бороться не только с земным притяжением. Ты хоть понимаешь, какого масштаба события? Межпланетарно. Тысячи будут летать, но запомнят первого. Ты хочешь сказать, что я не первый? Мы здесь все первые. Да что вы? Только береги себя, пожалуйста. Небо ошибок не прощает. Представьте, что ваш сын в ракете. Я бы не послал. А я послал. Братцы! Поехали! Хорошего вам настроения и удачных выходных!
Продолжаем делиться культурными новостями. В Березе начался сезон музыкальных вечеров на центральной площади города. С наступлением лета каждое воскресенье в 19 часов выступают лучшие инструментальные и вокальные коллективы района. Акция началась концертом образцового хора «Парус надежды». Далее эстафету подхватит образцовый оркестр народных инструментов «Березка». 16 июня выступит образцовый ансамбль гармонистов «Картузиане». Музыкальные вечера на площади уже стали традицией в Березе и с каждым годом становятся все более популярными. Но согласитесь, не каждый день мы имеем возможность слышать живое исполнение классических произведений или знакомых всем шлягеров. А нетрадиционные рецепты завтрака по-прежнему предлагает шеф-повар ресторана «Эрмитаж». Доброе утро, Иван. Доброе утро. Вы знаете, вчера я был на рыбалке и поймал карпа. Карп – это белорусская речная рыба. И сегодня мы ее приготовим. С вами шеф-повар ресторана «Эрмитаж» Гринин Иван. Приступим. Для этого нам понадобится филе карпа, лимон, черри, укроп, масло, соль, перец. Берем филе карпа. Одним из главных секретов приготовления карпа – это правильно его нарезать. Нарезать так, чтобы не осталось практически ни одной косточки. Либо они остались, но они были очень маленькие. Я применяю японский способ нарезания рыбы. Все мы нарежем под углом 30 градусов к филе в двух плоскостях. Сейчас я это вам продемонстрирую. Вот такими вот движениями мы нарезаем филе до практически кожи. Все косточки мы прорезаем. Теперь мы ее переворачиваем вот так вот. И то же самое делаем под другим углом. Вот так вот. У нас получилось вот такое вот филе. Все прорезано так, что косточки не либо слишком маленькие, либо полностью при нарезке они выпотрошились. Теперь мы его посолим. Поперчим. Немного сбрызнем соком лимона. Филе нам осталось только теперь пожарить. Мы включаем на максимальную мощность нашу плиту и ждем так, чтобы полностью сковородка разогрелась. Чтобы она прям раскалилась до красна и с нее шел дым. Пока наша сковорода нагревается, при такой нарезке немного косточек остается, но при большой температуре косточки выжариваются и будут только хрустеть у вас немножко на зубах. Наша сковорода практически нагрелась. Вот уже идет заметный пар, дым. Берем наше филе и вот так вот аккуратно еще немного масла. Вот туда положим немножко помидориков черри. Пусть это все немножко постоит и потомится. Наша рыба уже практически готова. Мы туда положили немножко помидорчиков черри. Пусть она постоит и потомится. А теперь мы возьмем немного укропчика для декора. Его мелко нарежем. Вот так вот. Такого количества нам вполне достаточно будет. Я заранее приготовил немного зеленого масла. В него в состав входит чеснок, оливковое масло, укроп и петрушка. Просто все это перемолол в блендере и получил такую вот однородную массу. Укропчик мы нарезали. Возьмем немного капустки. Это совойская капуста. Просто так вот нарежем.
Берем нашу тарелку, на нее выкладываем нашу капусточку, да, небрежно, непроизвольно. Немного сольки, перца, немного сначала зеленого масла. Вот так вот. Наше филе карпа. Аккуратно снимаем с плиты, выкладываем на тарелку. Черик, немного укропа и сверху зеленым маслом мы это все поливаем. Итак, наше блюдо готово. Сегодня мы приготовили речного карпа, который я сам же поймал. С вами был шеф-повар ресторана «Эрмитаж» Гринин Иван. Приятного аппетита! Не знаю, все ли любители рыбалки любят рыбные блюда, в отличие от самого хобби. Через выходные 15-16 июня на набережной реки Пина в Пинске пройдет первый этап открытого чемпионата страны по спортивной ловле летней поплавочной удочкой. В качестве участников мероприятия зарегистрированы уже 8 команд. А уже завтра на набережной Пины пройдут тренировки участников. Способствует ли сегодня погода рыбной ловли в том числе? Смотрим далее. Вот уже и утро пятницы заканчивается, а вы говорили, что неделя будет сложной. На этом сегодня все. Меня зовут Денис Липкин. Удачной рабочей пятницы и отличных выходных. Увидимся.